Сәлем, қалайсыңдар? Жақсы ма? Жақсы? Жаман? Орташа. Жақсы. Бүгін біз тағы бір өте қызық грамматика өтеміз. Мы сегодня очень такую интересную грамматику пройдем, которую в жизни всегда мы путаем. Когда мы хотим сказать «я хочу чего-то» или «я хочу что-то сделать», то тогда мы часто путаем. Мы говорим «я хочу яблоко». По-казахски так не скажете. Вы по-казахски скажете «я хочу кушать яблоко» или «я хочу есть яблоко» и так далее. «Я хочу в Нью-Йорк». Так не скажете по-казахски. Вы обязательно использовать должны глагол. «Я хочу полететь в Нью-Йорк» или «я хочу поехать в Нью-Йорк». Бүгін сабағымызды бастаймыз. Оңай грамматика, кеттік. Келеді, келмейді. Это вспомогательные слова, которые нам помогут составить такую грамматическую форму, сказать «я хочу что-то сделать», «я не хочу». Келеда от слова «приходить». Кельмейда не приходит. Приходит желание пойти, не приходит желание пойти. Приходит желание покушать рыбу и не приходит желание покушать рыбу. Видите, в казахском языке мы используем обязательно с глаголами. Вот у нас глаголы. Посмотрите. Бар, же, сад, кет, юхта, война. Мы просто убрали у. Бару, словарное слово, мы оставили без у. Бар, же, сад, кет, юхта, война. Г, г, к, к – это вспомогательные суффиксы, которые будут образовывать нам нежелание что-то делать, желание что-то делать. Да? Например, бару возьмем какой? Баргам. Мы возьмем г, потому что р сонорная, она не глухая. Когда глухая, у нас вот эти пары. Мен, Алматыға. Теперь вот самое интересное. Я в Алмату, бар, берем бар, пойти, поехать. Бару – это пойти и поехать. Бар – пойти. Мы берем вот это слово бар и прибавили г, барга. Так как мен, мы добавляем еще м. Я хочу поехать в Алмату. Мы берем хочу, келеда. Получается, я хочу поехать в Алмату. Но это вспомогательное слово, и в словаре он не переводится «хочу». Это приходит желание, да? Не забываем. Так, например, «е» – кушать. По-русски мы скажем «я хочу яблоко», «я хочу тыкву», «я хочу пиццу», «спагетти», «я очень голоден», «карным ашты». По-казахски так не скажете. Например, «мен», «пицца», пицца, же, гм, мы берем г, потому что гласная, и берем мягкое окончание. Здесь твердое а. Мен, пицца, же, гм, келеда. Сату, продавать. У меня машина, я ее не хочу продавать. Как вы напишите, попробуйте. Я машину свою не хочу продавать. Давайте вместе. Как будет я. Дурыс, мен. Моя машина машинам. Машинам. Д это у нас винительный падеж. Мен машинам д. Я машину свою не хочу продавать. Давайте сату и ищем здесь суффиксы. Сатхам. М это показывает, что это мен. Мен машинамды сатхам не хочу. Кельмейда. Абсолютно правильно. Кельмейда.
И также я не хочу уходить. Просто я не хочу уходить. Мен. Не хочу. Кет. Глухая, поэтому мы подбираем глухое окончание. Мен кеткам. Я не хочу уходить. Кельмейда. Иногда дети говорят: ой, мама, я не хочу спать. Часто говорят, да? Мен, юхта, гласная, поэтому здесь работаем с гласными сонорными. Юхта. Г. М добавляем из-за того, что это мен. Юхтагам. Кельмейда. Кельмейда. Не хочется спать. Я не хочу спать. Мен юхтагам кельмейда. Я хочу играть. Я не хочу спать, я хочу играть. Мен ойна. Ойнагам. Хочу. Келеда. Приходит желание, приходит. Келеда. Мен ойнагам келеда. Давайте повторим. Мен Алматыга баргым келеда. Я хочу поехать в Алмату или пойти. Мен пицца жегым келеда. Я хочу есть пиццу. Мен машинамды саткым келмейді. Я не хочу продавать машину. Мен кеткім келмейді. Я не хочу уходить. Мен ұйықтағым келмейді. Я не хочу спать. Мен ойнағым келеді. Мен ойнағым келеді. Я хочу играть. Ары қарай кеттік. Теперь мы показываем, как будет меняться. Например, как мы скажем, когда ты хочешь, или он хочет, или моя мама хочет. Мы возьмем единственное число. Вот мен, сен, сіз, ол. Когда мен, гым, гым, хым, кым. М добавляем. Когда сен, буква ң, не не, а ң. Молодцы. Сіз, ңыз, 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 ңыз. Ол, се, се. Попробуем сейчас сконструировать уже предложение в разных лицах. В первом лице, во втором, в третьем лицах. Мен, первое лицо. Рахмет айтқым, в конце М. Келеда, плюс это значит я хочу. Мен рахмет айтқым келеда. Я хочу сказать, айту это сказать. Я хочу сказать спасибо. Сен таксиге отырғын келмейді. Минус отрицание. Не хочу. Не хочешь. Ты не хочешь. Отыру. Отыру. Сесть. Ты не хочешь сесть в такси. Сен таксиге отырғын келмейді. Уже поменялось. Н. Второе лицо. Когда сен у нас идет Н. Теперь сіз. Вторая уважительная форма. Мы по грамматике знаем, да? Сіз ет жегіңіз. Уже поменялось окончание. Ңыз. Келеда. Плюс это значит вы хотите. Вы хотите кушать мясо. Сіз ет жегіңіз келеда. Вы хотите есть мясо. Третье лицо. Ол базарға барғысы, окончание с. Келмейді. Он не хочет пойти на базар. По-русски можно сказать, он не хочет на базар, а по-казахски обязательно нужно сказать, использовать глагол. Ол базарға барғысы келмейді. Еще один нюанс. Мы никогда не говорим без глагола, например, ол рахмет келеді. Он хочет спасибо, да? Или он не хочет на базар. Ол базарға келмейді. То тогда будет, тогда семантика полностью меняется, и получается ол базарға келмейді, он не придет на базар, так как келеді, келмейді без глаголов с этими окончаниями используется как приходить, не приходить. Так что не путаем, обязательно с глаголами и с этими суффиксами. Бүгінгі сабақ аяқталды.
Келесі кездескенше сау болыңыздар.